презентацию вашу загрузил. Это можно сказать, что вы только в окне в этом работаете. Вот здесь ваша презентация. Вот самый нажмите. И вот стрелочки вправо. И, соответственно, между этими документами переключайтесь здесь. Только в этом окне работаете все. Чтобы... Уже все? Да, уже в эфире. У вас 9 участников. Мы вас все слышали и не слышали. Можно начинать уже. Добрый день, уважаемые коллеги. Подскажите, пожалуйста, меня хорошо слышно или есть проблемы со звуком? Так, замечательно, слышно меня хорошо. Итак, уважаемые коллеги, меня зовут Пузанова Ирина Евгеньевна, я являюсь учителем химии МАУ-технический лицей города Сыктывкара. Кроме того, являюсь куратором индивидуального проекта, то есть сопровождаю индивидуальный проект в 10-11 классах. И сегодня мы с вами собрались, чтобы обсудить достаточно серьезные вопросы, касающиеся тьюторского сопровождения проектной деятельности в рамках индивидуального проекта. Для начала давайте все-таки разбираться, что же такое индивидуальный проект и в чем же она отличается от вообще проектной деятельности в 8 классе, индивидуального проекта в 9 классе. И хотим мы этого или нет, но индивидуальный проект, он проходит красной нитью по всему стандарту. Да? Если мы возьмем пункт 11 приказа, который вы видите на экране, об утверждении в ГОС, то мы с вами можем увидеть следующие моменты. Да? Индивидуальный проект в 10-11 классе – это форма организации деятельности обучающихся. Она может быть реализована в виде учебного исследования или учебного проекта. И здесь, дорогие коллеги, тоже много очень сомневающихся таких вот пунктов, да, что считать индивидуальным проектом. Является ли исследовательская работа исследовательским проектом? Можно ли вообще заниматься исследовательским проектом? И какие бывают типы проекта? Обратите, пожалуйста, внимание, что индивидуальный проект может выполняться обучающимся как самостоятельно или же как выполняться под руководством тьютера. Индивидуальный проект может быть выполняться в рамках одного или нескольких изучаемых предметов и в разной области деятельности. Как видно из слайда, это может быть и познавательная, практическая, учебно-исследовательская, художественная, творческая, иная. То есть даже если ребята выбрали вас в качестве тьютера, в качестве не просто научного руководителя, а именно сопровождающего индивидуального проекта, значит, говорит это о вашем высоком профессионализме, о вашей способности установить взаимосвязь между учащимся. Это здорово на самом-то деле. И нужно не бояться выполнять индивидуальный проект. И индивидуальный проект, вы знаете, выполняется в рамках, в течение 1 или 2 лет, как прописано вашей образовательной организацией. И результатом является завершенное учебное исследование или разработанный проект, может быть, разного формата. То, что нам говорит в ГОС. Информационный, творческий, социальный, прикладной, инновационный, конструкторский, инженерный. Ведя 2 года индивидуальный проект в качестве элективного курса и обсуждая создающиеся проблемы с коллегами, мы пришли к 2 вот таким вот противоречиям. С одной стороны, учащиеся, они выполняют индивидуальный проект в 9 классе, и они низко мотивированы, зачем мне выполнять в 10-11 классе. Многие говорят, что это пустая трата времени, лучше бы это потратить время на подготовку к ЕГЭ в соответствующих предметах. И лишь небольшая часть подходит к индивидуальному проекту в качестве высоко мотивированных, то есть понимая, что на самом-то деле индивидуальный проект – это мощная вот такая вот вещь, которая помогает им достичь высоких результатов.
Прежде всего, какие же нормативно-правовые основания в тьюторской деятельности именно индивидуального сопровождения индивидуального проекта? Почему я настаиваю, как учитель индивидуального проекта и учитель химии, почему я настаиваю, что все-таки индивидуальный проект должен сопровождаться педагогом? Ну, во-первых, вы видите, что это все прописано в федеральном законе об образовании, это прописано в профстандарте педагог, в профстандарте специалист в области воспитания, в новой программе воспитания, это модуль школьного урока, модуль внеурочная деятельность. Это прописано в ваших нормативных локальных актах вашего образовательного учреждения. Да? Вот. И кроме того, когда вы сопровождаете индивидуальный проект, если это все задокументировано, да, то это очень хороший плюс ваше портфолио достижений, потому что вы официально являетесь наставником, тьютором в проектной деятельности. Но здесь тоже имеется ряд нюансов. Давайте сначала разбираться, что же такое у нас с вами тьюторство, почему оно отличается от научного руководителя, куратора. Вообще-то тьюторство – это сопровождение личностного развития, сопровождение поиска подростком самого себя, поиска человеческого в себе, переход на субъект-субъектные отношения в образовании. И ведя 2 года индивидуальный проект, я все-таки понимаю, насколько это эффективный инструмент именно в развитии личностного, вот в личностном развитии ребенка. Если вот современная ситуация в нашем образовании, она призвана к тому, что нам необходимо создать условия для индивидуальной образовательной активности в рамках становления способностей учащихся к самоопределению, к самоорганизации, к осмыслению образовательных и профессиональных перспектив. И вот как раз это и возможно сделать в рамках тьюторства. Очень многие ребята сначала говорят о том, что я буду делать индивидуальный проект один, но в конце концов он в середине приходит к учителю и просит помощи. Давайте в этом немножечко будем разбираться. Современный учитель, да, современный учитель призван в настоящее время, его основная роль – это стимулирование, конечно же, самостоятельной познавательной активности подростков, формирование постоянной необходимости совершенствования, развития проектно-исследовательских умений. И вот как раз индивидуальный проект и помогает создать вот эти все условия. Но возникают вопросы. Если это малокомплектная школа, может быть, вы столкнулись с такой же проблемой, то у вас, как учителя-предметника, индивидуальный проект пишут в 9 классе, и очень много детей выбирают именно ваш предмет, и вы не имеете права отказать, потому что это выбор ученика. И вам нужно сопровождать индивидуальный проект в 10-11 классе. Где найти ресурсы, где найти время, как придумать вообще темы, чтобы они не повторялись и были интересны для учащегося, чтобы именно он не из каталки выполнял этот индивидуальный проект, а самостоятельно находил решения в сложных проектных задач, которые появились в результате предложенной темы. Итак, все-таки выбирая, когда к вам подходит учащиеся и говорят о том, что я буду писать под вашим руководством индивидуальный проект, помогите мне, выберите тему, а это в большинстве случаев так и происходит, минимальный процент учащихся уже подходит с готовой к вам темой. Вот тьюторское сопровождение, оно должно быть таким, чтобы подросток сам освоил компетенции, умения и навыки самостоятельного планирования. Тьюторское сопровождение, оно позволяет формированию и реализации проекта, разрешения проблемных ситуаций, и вы выступаете не в роли как бы четкого конструктора действий. Наша с вами задача – это подвести ребенка, подвести учащегося к выбору того или иного направления. Даже если он уходит куда-то не туда, это его выбор. И наша задача с вами, как
тьютера поспособствовать, чтобы он сам нашел оттуда, как говорится, дорогу. Но самое главное, в чем и трудность тьюторского сопровождения, вы, наверное, многие со мной согласитесь, это готовность педагога тьютера адекватно реагировать на психологический, эмоциональный дискомфорт обучающегося, на его запрос взаимодействия. Потому что поначалу мы с вами сталкиваемся с тем, что учащиеся не желают выполнять индивидуальный проект, а его вроде как и надо. Или выбрали тему, а произошел затор. То есть мы дальше не видим. Вроде бы проблемную ситуацию описали, цели, задачи, а выход на продукт как-то не получается выйти с ребенком. То есть и мы понимаем, что нужно срочно менять тему. Да? Иногда ребенок выгорает, потому что не знаю, как в ваших образовательных организациях, в нашем техническом лицее мы пришли к выводу, что оптимальное ведение индивидуального проекта – это 1,5 года. То есть в начале 10 класса мы изучаем как бы основы, ребята определяются с темами, и в конце 10 класса они защищают идеи проекта. Это делается для того, чтобы посмотреть, а реализуемый проект, риски минимальные, или же когда ребенок проговаривает сам, он понимает, что этот проект ему будет неинтересен, что и было у нас в нашем лице. А вот уже в первом полугодии 11 класса вместо 1 часа у нас идет 2 часа индивидуального проекта, в ходе которого в декабре они уже защищают реализацию проекта, да, выходят с результатами своего проекта. Все это достаточно как бы интересно на самом-то деле. И индивидуального проекта не нужно бояться. Еще раз повторюсь, что индивидуальный проект – это мощный инструмент для развития познавательной деятельности, для развития творческой деятельности. И самое главное – это для личностного развития ребенка. Скорее всего, у вас тоже существуют соответствующие локальные акты. Если нет, то для того, чтобы вот это тьюторское сопровождение индивидуального проекта, это же ваша работа, это ваша внеурочная деятельность, это ваш вклад и в воспитание, и в развитие ребенка, то вам необходимо попросить приказ. Да? Сейчас, одну минуточку. Здесь приказ, где вы прописаны, что вы являетесь тьютором. Сейчас, одну минуточку, загрузится. Так, вот. Не получается у меня вывести приказ, где прописано о том, что вы назначаетесь тьютором по предмету химия. В этом приказе у нас прописано положение индивидуального проекта, ваши должностные инструкции и те основные пункты, которые помогут вам грамотно и правильно выполнить индивидуальный проект. Почему я затронула эту тему? Потому что в силу временных ресурсов, в силу загруженности учителя в ходе индивидуального проекта я столкнулась с тем, что многие учащиеся просто уходят от выбранного им куратора, и мне, как координатору проектной деятельности, пришлось в этом году вытаскивать на себя более чем 20 индивидуальных проектов. Это, конечно, очень тяжело. И мне бы хотелось, чтобы вы увидели положительную сторону индивидуального проекта, и не надо требовать от учащихся какой-то заоблачной научной темы по предмету химии. И сегодня мы как раз с вами разберем вот те интересные моменты, которые вам позволят выбрать тему из содержания предмета химии. Давайте с вами вспомним, что же такое проект. Мы с вами все прекрасно
знаем, что это специальная деятельность. Самое главное, индивидуальный проект, он должен иметь и начало, и конец. То есть это завершенное действие. Обязательно достижение определенной цели, создание определенного уникального продукта или услуги, предполагающие целенаправленное улучшение ситуации при заданных ограничениях по ресурсам, срокам, а также требования к качеству и допустимому уровню риска. Наверное, у вас в образовательной организации прописаны свои положения, своя система оценивания проекта. К сожалению, сейчас пока у меня не открылся приказ, где все моменты, как у нас в лице это прописано, но в любом случае материалы все будут доступны, вы можете потом посмотреть. Обязательно, уважаемые коллеги, попросите выписку из приказа о том, что вы назначены тьютором по сопровождению индивидуального проекта в 10, в 11 и в 9 классе. Так, давайте следующий момент для себя четко определим, потому что я слушала очень много защиты индивидуальных проектов, и создается впечатление, что педагоги в силу своей загруженности не совсем четко понимают, какая же должна быть структура индивидуального проекта. Почему это не просто проект, почему это именно отдельный предмет, индивидуальный проект. Смотрите, индивидуальный проект, во-первых, он направлен на достижение конкретных целей. Цель должна быть одна. Задач может быть несколько. Здесь особенность индивидуального проекта заключается в том, что он неповторим и уникален, он ограничен во времени, да, и обязательно связан с выполнением различных действий. То есть индивидуальный проект, он должен содержать в себе разнообразную деятельность учащегося. Это не только поиск информации, это не только написание реферативной работы. Индивидуальный проект в 10-11 классе подразумевает под собой именно взаимодействие с целевой аудиторией. И когда вы будете обсуждать со своими учащимися именно структуру индивидуального проекта, понятно, что сейчас вы все вышли на защиту идеи в 10 классе или уже защиту проекта в 11 классе. Мне бы хотелось, чтобы уже вы задумались о планировании тем и построении, грамотного построения работы по индивидуальному проекту в будущем году. И вот здесь очень важно, дорогие мои коллеги, в том, чтобы не перейти вот эту черту, да, то есть не стать и не подсказывать, да, то есть остаться в роли независимого эксперта, воздержаться от подсказок, и даже если учащийся пошел не туда. То есть, да, у учащихся возникнут какие-то сложности при выполнении индивидуального проекта. Да, он обязательно выгорит. Настанет период, когда либо слишком затянуто по срокам выполнения, либо наоборот слишком загруженность учащегося. Но всегда вот этот эмоциональный дискомфорт во время выполнения индивидуального проекта в течение 2 лет, он всегда был учащихся. И здесь наша самая главная роль как тьютера — помочь ребенку выйти из этого эмоционального напряжения и завершить начатое дело до конца. Не буду останавливаться на технологии проектной деятельности, вы лучше меня понимаете и знаете, и опыт у вас достаточно большой. Мы с вами четко знаем, что технология проектной деятельности подразумевает под собой применение фактических знаний, приобретение новых, в том числе путем самообразования. То есть индивидуальный проект на самом-то деле действительно позволяет ребенку раскрыть в нем скрытые возможности. Это мощный инструмент для личностного развития ребенка. Еще раз, только самое главное, нужно вести грамотно данного ребенка, и постарайтесь, пожалуйста, не вести большое количество учащихся, потому что в этом случае качество сопровождения, конечно же, пострадает не в силу наших компетенций, а в силу отсутствия временного ресурса. И, конечно же, технология проектной деятельности подразумевает под собой развитие познавательного интереса. Вот.
Смотрите, что самое главное, на что мы с вами должны обращать внимание при выстраивании своего тьюторского сопровождения. Чем отличается тьюторское сопровождение от кураторства, от научного руководителя, от ну, вот просто как взял, проверил работу и все. Нет, дорогие коллеги, если вы хотите, а мы с вами очень такие вот трепетно относимся к нашим должностным инструкциям. Для нас личность ребенка всегда на первом месте. Смотрите, мы с вами начинаем всегда технологию тьюторского сопровождения с определения интереса. То есть сначала вот к вам подошел ребенок, сначала мы его заинтересуем, но для этого мы должны понять, о чем, как говорится, ребенок дышит. То есть первые ваши занятия с учащимся должны именно по установлению тесной связи с ним, чтобы вы его чуть-чуть побольше узнали. Здесь можно пригласить к сотрудничеству педагога-психолога, обязательно классного руководителя, если вы не являетесь таковым у данного ученика. То есть сначала мы работаем с определением интереса. И здесь в конце нашей с вами беседы у меня есть неплохая разработка, которую я пробировала в течение 2 лет, и она действительно имеет результаты, показывает результаты. Первые 2 занятия, когда вы будете встречаться со своим учащимся, который выбрал вас в роли тьютера по индивидуальному проекту, проводите именно в таком формате. Советую в таком формате провести занятие, там, где вы узнаете сферу его интересов, тип его интеллекта, и в этом методическом пособии прописана даже та деятельность, которая подходит именно данному ребенку по изучению вот этой вот методики. Дальше вы формулируете вопрос. Опять-таки, здесь нужно грамотно подходить к каждому учащемуся. Если ученик, который придет к вам с той темой, что я хочу спасти весь мир, я хочу создать какое-то там лекарство, и вы понимаете, что ресурсов у вас не хватает, и это на данный момент немножечко не восполнимо, невозможно, здесь мы с вами как бы его осуждаем и задаем круг вопросов, чтобы сузить и сделать индивидуальный проект более конкретным. Вторая крайность – это когда приходит к вам ребенок и говорит: а я не знаю, что делать, нам сказали писать индивидуальный проект, темы я не знаю. И здесь в первую очередь основная ошибка коллег – это когда они дают готовые темы. Ну и ребенок, не знаю, давайте вот, например, исследование шоколада или исследование сметаны, продуктов. То есть то, что проще всего выполнить, но, как оказывается, в ходе выполнения проекта, это к ним не лежит душа. То есть это не его сфера деятельности. Он человек творческий, он не может выполнить исследовательского характера проекта, а мы ему предлагаем такой тип. Поэтому на первых этапах, пожалуйста, постарайтесь узнать как можно больше о личности ребенка. Есть еще такая методика, как составление карты интересов. То есть ребенок к вам приходит на первое занятие, где вы знакомитесь, если вы не ведете у данного ученика химию, потому что вот, например, ко мне попросился ученик, который химию в 10-11 классе не выбрал как профильный предмет, ее совсем не изучает, но индивидуальный проект он пожелал писать именно по предмету химия. Вот. Поэтому мы сначала с ним определили круг его интересов, провели различные методики по обнаружению типа его интеллекта. И дальше начались занятия по выявлению, что ему интересно. То есть я попросила его написать 10 тем, которые ему нравятся. Попросила написать именно 10 предметных областей, в которых ему было бы интересно что-то узнать, выполнять какие-то действия. На самом-то деле таких методик очень много в интернете.
или обратитесь, пожалуйста, к своему педагогу-психологу. Дальше, посмотрите, дальше мы ставим цель деятельности, разрабатываем план деятельности и работаем над реализацией проекта. В ходе вот у нас 1,5 года выполнения индивидуального проекта, может быть, у вас год, но год, я считаю, это мало. В ходе выполнения 2 лет это много, не успевает перегореть, но в любом случае в ходе тьюторского сопровождения индивидуального проекта вы не бойтесь к тому, что вы можете поменять цель, вы можете поменять даже тему проекта. Может быть, это нормально, это не стоит пугаться. Главное, чтобы учащийся к этому приходил сам. И очень многие педагоги, когда сопровождают индивидуальный проект, забывают об самом главном моменте. Это анализ итогов деятельности. Есть коллеги, которые просто проверяют работу. В этом случае как бы можно считать, что ребенок выполнил индивидуальный проект сам, но, дорогие коллеги, если уж к вам обратился ребенок, значит, он вам доверяет, поэтому проведите его в течение индивидуального проекта, в течение всего времени. Проработайте, даже если он не хочет, не желает, найдите такие способы, чтобы он к вам проговорил презентацию, про предзащиту идеи проекта, защиту идеи проекта. То есть нужно находить именно вот эти разные точки соприкосновения, чтобы ребенок всегда понимал, что рядом с ним есть человек, который поможет ему направить нужное русло. Ну и самое главное, после выполнения итогов, после защиты проекта, обязательно, не сразу все закончили, до свидания, мы больше с вами не встречаемся, ни в коем случае нет. Обязательно проговорите об итогах, должна быть рефлексия, то есть чтобы, во-первых, после защиты обязательно пусть сам ребенок сначала выскажет, что ему понравилось. Начинайте всегда с положительного, что ему понравилось, на что бы он хотел обратить ваше внимание. И затем второе занятие со своим учеником вы проводите о том, где еще можно вот свой уже защищенный проект, как его можно уже реализовать. Потому что вот, например, у нас, когда произошла в декабре защита индивидуальных проектов, многие подходили и говорили о том, что, может быть, что-то подобное можно провести и как бы в другие моменты. Я понимаю, что сейчас это пока теория, да, то есть я хочу вас как бы направить на то, что индивидуальный проект – это вообще-то мощная штука. Простите, пожалуйста, за утрирование, но действительно индивидуальный проект – это мощный инструмент. И не бойтесь брать учеников, не отказывайтесь от учеников, но для своего портфолио попросите, чтобы был, конечно же, приказ, где вы прописаны тьютора. А вот теперь давайте самое главное разбираться, в чем же отличие индивидуального проекта в 9 классе и в 11 классе, в 10-11 классе. Что же мне говорит ученику, который подходит и говорит мне, зачем мне выполнять в 10 классе, если я его делал в 9? Смотрите, в 9 классе все стандартно, то есть у каждой образовательной организации свой стиль оформления я покажу на нашем опыте. Значит, титульный лист, содержание, где это как бы некое оглавление, и дальше третья часть – это уже обоснование проекта, в котором мы раскрываем значимость темы, актуальность проблемы, на разрешение, на которое направлен проект. Обращаю ваше внимание, что в 9 классе, мы вот в этой основной части формулируем цель, задачи, продукт проектной деятельности и конкретно ожидаемые результаты. Здесь после ожидаемых результатов мы начинаем описывать
пути решения проблемы, методы, но все стандартно, вы все это делаете лучше меня. И обязательно план выполнения проекта, то есть какие-то временные моменты вы указываете. Дальше, в заключении вы показываете выводы, к чему вы пришли, может быть, это будет обратная связь, список литературы и приложений. То есть это все стандартное, что вы делаете. Но самое главное, в 9 классе, смотрите, индивидуальный проект, он направлен на проблему, на решение, которое направлен данный проект, она актуальна в первую очередь для обучающегося. Смотрите, и не стоит требовать от ученика, это основная ошибка, в результате которой индивидуальный проект в 9 классе является чем-то таким тяжелым для учащегося, в результате чего в 10-11 классе остается негативное отношение к проектной деятельности. Если у вас работа нестандартна, не содержит авторской индивидуальности, это не значит, что индивидуальный проект плохой. Нет, это просто базовый уровень. А вот если у вас мотивированный ученик, который глубоко изучает, который нашел какой-то новый путь решения выбранной вами проблемы, то есть работа оригинальна и в ней видны авторские находки, то это повышенный уровень. И здесь совершенно и другие требования, и другая отметка. Но не стоит требовать от каждого ученика оригинальности работы. Вот это мы долго обсуждали этот момент, почему в 10-11 классе ребята с трудом выполняют индивидуальный проект. А потому что в 9 классе, у кого он есть, вот такое требование, они же еще малыши, они только-только вступают вот в эту настоящую проектную деятельность. Поэтому, дорогие коллеги, обратите на это внимание. Что же происходит в 11 классе? А в 11 классе в принципе, все остается тем же самым. Титульный лист, оглавление, обоснование проекта. И вот здесь мы, смотрите, мы описываем уже не просто проблему, а мы описываем проблемную ситуацию. И если среди вас есть педагоги, которые ведут индивидуальный проект, то вы помните, что в рамках индивидуального проекта мы учимся с обучающимися находить вот эту проблемную ситуацию, описывать. То есть мы учим детей, что проблемная ситуация – это противоречие. Есть что-то хорошее, что-то замечательное, но существуют какие-то отрицательные моменты, которые не дают этому хорошему работать, в результате чего возникает проблемная ситуация, и наш с вами проект направлен на то, чтобы вот эти отрицательные моменты убрать, и было только положительно, чтобы это положительное заработало. То есть здесь формулируется, именно описывается проблемная ситуация, дальше обосновывается значимость темы, актуальность проблемы, это все разные немножечко понятия. И стандартно цель, задачи, определяется продукт проектной деятельности. Смотрите, конкретно ожидаемые результаты это с 9 класса остается. Обязательно мы в 10-11 классе прописываем, в 9 классе мы можем этого не требовать, а в 10-11 классе мы обязательно прописываем все ресурсы, материальные и нематериальные. Мы обязательно прописываем возможные риски проекта, потому что, не знаю, как у вас, но у нас принято в положении и в системе оценивания, одним из критериев оценивания является то, минимизировал ли учащийся риски проекта, и это одно из достижений будет в его проектной деятельности. Поэтому в 11 классе мы обязательно прописываем риски проекта, и в 11 классе, посмотрите, у нас появляется целевая аудитория. То есть проект в 10-11 классе всегда должен иметь целевую аудиторию. Кому он предназначен, кроме себя? Если в 10-11 класс ребенок выходит только, вот смотрите, ребенок подошел и сказал, я хочу создать алгоритм решения, например, 34-й задачи, вот, я хочу это сделать для того, чтобы мне сдать хорошо ЕГЭ по химии. Это было бы замечательным проектом, но на уровне 9 класса. Что нужно посоветовать в данном случае? В данном случае нужно посоветовать ребенку следующий момент. То есть не просто посоветовать, а тактично его приводить к этому решению. Индивидуальный проект в данном случае в 10-11 классе будет в такой теме, если, во-первых, он проведет опрос,
по степени затруднения при решении 34-й задачи. Ну, к примеру, дальше он разработает алгоритм решения, и он проведет мастер-класс с другими 11-классниками или с 10-классниками, после чего вы вместе с ним прорабатываете диагностику, смотрите, а был ли результат. То есть сначала ребята решают задачи, там получается, не получается. После проведения серии мастер-классов по вот именно разработанному алгоритму данного ученика, и вы снова проводите какую-то диагностику, и вы видите, что результат, степень решения, решаемости задач у вас, например, повысился. Вот в этом случае это будет индивидуальным проектом, это будет замечательным индивидуальным проектом. То есть в 10-11 классе обязательно прописывается целевая аудитория. Будь то это педагоги, будь то это учащиеся, будь то это друзья или кто-то еще, какая-то другая целевая аудитория, социальные партнеры. В 10-11 классе, забыла указать на слайде, обязательно должны указываться партнеры. В 10-11 классе мы обязательно указываем заказчик. Просто так я захотел и выполнил проект. В 10-11 классе это не котируется. Если у вас нет социального партнера, то тогда социальным партнером будет являться образовательное учреждение, и заказчиком будет являться образовательное учреждение. То есть, посмотрите, уникальность индивидуального проекта в 10-11 классе заключается в том, что мы подводим обучающегося находить, уметь взаимодействовать с разными категориями людьми для выполнения своей проектной задачи. Поехали дальше. Дальше мы описываем проект, то есть как мы решали, что это у нас за проект, как мы решали проблемы, предложены методы, способы реализации. Обязательно мы указываем, как и в 9 классе, план выполнения проекта. То есть в мае, например, мы разбираем тему, в июне разбор источников информации, июль-август, например, исследовательская работа, там сентябрь это у нас экспериментальная часть, то есть подведение итогов. Вот, конечно, я сейчас утрирую, у каждого свои временные рамки, но мы их обязательно прописываем. Дальше у нас идет пункт результаты, обязательно продукт проекта, то есть вы описываете, что это у вас, да? Ну, в заключении список литературы и приложения. И вот здесь, когда вы описываете проект, уважаемые тьюторы, уважаемые сопровождающие индивидуального проекта, вы работаете с ребенком, чтобы он прописал здесь, удалось ли минимизировать те риски, которые были заявлены в начале при защите идеи проекта. Следующий момент. Если вдруг проект не получился, к этому тоже нужно быть готовым. И это не значит, что все плохо. Нет. Вы грамотно с ребенком прорабатываете причины рисков, да, то есть это может быть длительная болезнь самого учащегося, это может быть закрытие на дистанционное электронное обучение или на обучение с применением дистанционных образовательных технологий и невозможность выполнять какой-то проект. То есть сейчас в меру наших ситуаций это все может быть. И если проект, у нас было такое, что проект не получилось сделать, все разработали, да, вышли на практическую часть, но лицей был закрыт на электронное обучение, и выполнить проект не получилось возможности. Мы просто это грамотно прописываем. Есть чертежи, схемы, все предоставлено, но здесь мы прописываем о том, что, извините, в силу таких обстоятельств выполнить не получилось возможность. Что можно сделать в этой ситуации? Когда мы защищаем проект, реализацию проекта, мы говорим о том, что наш проект будет выполнен, например, защищались мы в декабре,
ну, не получилось, или у нас есть выдающийся ученик, который выезжает на соревнования, у него как раз на этот момент было соревнование, и мы можно перенести на какие-то другие сроки. То есть вот были такие ситуации, что ребенок так увлекся индивидуальным проектом, у него не получилось выйти на реализацию, он говорит: Ирина Евгеньевна, а можно я доделаю и представлю и проведу это мероприятие вот в рамках Дня науки, в рамках 23 февраля и тому подобное. Так, то есть обязательно мы с вами прописываем, удалось ли минимизировать риски. Да? Самое главное, дорогие коллеги, всегда старайтесь психологически поддерживать ребенка, и вы увидите этот результат. Конечно, не попустительствовать, здесь не надо переходить из крайности в крайность. Вот, это проектная деятельность, особенности проектной деятельности. И еще один важный момент, вот как раз сейчас мы работаем с 10 классом, когда вы в 11 классе выполняете индивидуальный проект, обратите, пожалуйста, на это внимание. До выполнения, до выхода на реализацию проекта сделайте грамотный социальный опрос о теме вашего проекта. Будет ли она актуальна? Будет ли она интересна для выбранной вами аудитории? Даже если вы получите отрицательный результат, можно направить индивидуальный проект в таком плане, чтобы показать: вау, вы думали, что это неинтересно, а у нас получилось феерично. И когда вы представляете продукт продукт проекта, когда вы его реализуете, снова получите обратную связь от своей целевой аудитории. То есть в 11 классе это обязательно должно быть взаимодействие с социальными партнерами и с той целевой аудиторией, на которую направлен проект. Ну и практически мы с вами подходим к самой важной части нашей с вами встречи, к обсуждению интересных, как придумать интересные темы, какие вообще можно взять темы и выполнить проект в рамках предмета химии. Вот давайте сначала вспомним, какие бывают типы учебных проектов. По ВГОСу там был первый слайд, и в приказе у меня это прописано. Есть разные проекты, мы с вами это уже прописали, это мы уже с вами говорили. Я взяла типы учебных проектов по ПОЛОТ. Смотрите, информационный проект. Не надо его бояться. Если вы видите, что ребенок немножко немотивированный, если ребенок боится выступать, если ребенок социально не коммуникабельный, это тоже нужно учитывать индивидуальные особенности наших учащихся. Предложите ему информационный проект. Вот, например, ко мне сегодня подошел учащийся 10 класса и сказал, хотя он не преподает, не изучает химию, он говорит: Ирина Евгеньевна, будьте моим тьютором, я хочу что-то написать, проект типа исследовательский информационный, но я не хочу ни с кем выходить, ни на какую социальную аудиторию, я не хочу нигде не выступать, ни в каких конкурсах я не хочу участвовать. Вот, мы можем такому ребенку предложить информационный проект. То есть он направлен у нас на сбор информации об объекте или явлении с последующим анализом информации. То есть это не просто реферат, предваряю ваше возмущение. Это не просто реферат. Смотрите, информационный проект по теме может быть каким? Продукт проекта какой? В зависимости от цели, которую вы прописываете. Это может быть стендовый доклад. То есть вы оформляете на стендовый доклад в фойе вашей образовательной организации, да, и в конце описываете, создаете обратную связь, то есть опрашиваете, понравилось, не понравилось. Можно даже по стендовому докладу в каком-то классе провести викторину. Да? Это все делается сейчас в онлайн-формате, и все достаточно просто. Следующий момент. Если у вас данный ученик в ходе вот того первого цикла тьюторского сопровождения, где вы знакомитесь с ним, и вы поняли, что он очень продвинут в соцсетях, вы можете такому ученику предложить информационный проект в виде серии информационных постов в сети интернет. Вот в любой школе и у нас, и у вас существует научное, у нас лицейское общество, у вас, наверное, научное школьное общество, как-то по-другому называется, да? И есть группа ВКонтакте, в
в Инстаграме, где-то в другой социальной сети, в ТикТоке, да, то есть если ребенок очень это ему нравится, то можно провести какие-то серии информационных посты именно в таком формате. Это тоже будет информационный проект. Да? Но самое главное, еще раз, не забывайте про обратную связь, про соцопрос, про мнение, а понравились ли эти информационные посты, а были ли они результативны. Здесь информационный проект может быть в виде брошюры, таблицы, схемы, графики, диаграммы. То есть на самом-то деле не требуйте, пожалуйста, по предмету химии от учащихся только исследовательского проекта, только каких-то там интересных или слишком научных тем. Нет. Да, химия, она настолько интересная наука, настолько она уникальна, что на любую тему можно сделать очень хороший, сильный индивидуальный проект. Смотрите, дальше. Здесь индивидуальным продуктом может быть серия видеофильмов, видеозарисовок, да, ведение подкастов, YouTube-канала, какой-то сторис. Да, то есть в зависимости от темперамента учащихся вы можете здесь подготовить. Смотрите, дорогие коллеги, мы в рамках сейчас при остановке очного формата и корректировке нашей с вами программы мы много упускаем. Почему бы в качестве индивидуального проекта не попросить учащихся, кто хорошо владеет видеокамерой, фотоаппаратом, да, сделать информационные видеоролики про каких-то там ученых. Но самое главное, это не просто презентация под музыку, а именно интересное сопровождение, именно видеоролик в течение 1–1,5 минутки, который вы можете в дальнейшем использовать в рамках обучения дистанционным образовательными технологиями. Если что, вы можете даже создать в рамках индивидуального проекта, если человек очень увлекается социальными группами, можно направить его в нужное русло, да, и получить положительный опыт из ведения такого формата. То есть создание ведения сайта, химического сайта, создание и ведение сайта по подготовке к ЕГЭ, создание и ведение сайта группы ВКонтакте. То есть вот информационный проект, он достаточно в рамках современных реалий, он достаточно интересен. Поехали дальше. Исследовательский проект. Исследовательский проект. Вот здесь у нас очень много споров. Многие говорят, что проект не может быть исследовательским. Дорогие мои коллеги, может быть. И в конце слайда я вам скину ссылочку на группу ВКонтакте фонда поддержки образовательных проектов, в которых я участвую уже не первый год. Это замечательная команда. Она выигрывает президентские гранты, и это Новосибирский университет. Вы знаете, что школа Новосибирского университета, она достаточно мощная, и вы там проходите бесплатное повышение квалификации в качестве тьютера, как сопровождающего исследовательский проект, выбирая то или иное направление. Вот мы выбрали изучение флавонидов в разных растениях, и вот нам прислали оборудование совершенно бесплатно, цикл наших действий. И ребята в течение 2 лет проводили исследования на вот этих вот присланных реактивах, присланном оборудовании. Мы закончили, мы выступили на всероссийской конференции, то есть после этого проекта мы обязательно сдаем свои работы, и вы получаете сертификат или призер-победитель всероссийской конференции. Да, то есть это действительно очень мощный ресурс, поэтому не бойтесь. Если у вас не хватает своей сырьевой базы, то вот палочка-выручалочка – это фонд поддержки образовательных проектов. Здесь тоже все понятно. И следующий момент – практикоориентированный проект. Это самый популярный, не знаю, как у вас, но у нас в лицее самый популярный проект. Его выполняют очень просто, быстро и, как говорится, незатратно. Смотрите, то есть это реальный результат работы, но в отличие от первых 2 он носит прикладной характер. Например, оформить выставку горных пород для школьного музея, подготовить сборник материалов для решения экзаменационных вопросов. Да? Смотрите, разработка, апробация учебного пособия для учащихся по такой-то теме. Только почему... На что еще раз нужно здесь обратить внимание? Чтобы обязательно проводили мастер-классы.
И здесь у меня в рамках индивидуального проекта тоже был вот такой вот формат работы, и я намекнула учащемуся и подвела его к встрече с экспертом, с кандидатом химических наук, чтобы он посмотрел вот эту вот методическую разработку в рамках научности. То есть не просто вы разработали и выложили, да, то есть здесь должно быть пройти какую-то экспертную оценку. И в своем проекте вы прописываете, что вашим социальным партнером был научный сотрудник там, химического института или какой-то там научной области. Вот, в рамках сотрудничества вот как раз с фондом поддержки образовательных проектов, да, мы вот этого научного сотрудника получили. И у нас как раз рецензентом был доктор химических наук именно Новосибирского университета. Так, но смотрите, сразу хочу сказать, поскольку была на защитах очень многих индивидуальных проектов, вот когда вы разрабатываете словарно-справочные материалы, тезаурусы, глоссарии, какие-то методические вопросы, будьте готовы к тому, что ребенок должен грамотно обосновать свою актуальность. А почему же ваша методическая разработка хороша, чем она актуальна, чем, например, решу ОГЭ или решу ЕГЭ, да? То есть почему вы взяли, есть такая замечательная платформа, зачем изобретать велосипед? То есть если ребенок все-таки в рамках подготовки к ЕГЭ захотел создать для себя и опробировать на ком-то свой собственный тренажер, пожалуйста, не мешайте ему в этом, но обязательно должен выход на целевую аудиторию. Одну минуточку. И самое интересное, вот здесь вот творческий проект. Творческий проект в наибольшей степени учитывает индивидуальные интересы и способности его исполнителей. И в рамках индивидуального проекта у нас был творческий проект по работе с глиной. Девочка изучала влияние окраски на структуру глины. То есть, и вышло это все в изготовлении украшений с применением коми-росписи. То есть это был настолько метапредметный, шикарный индивидуальный проект. То есть когда вы в рамках обсуждения темы, формы работы, типа проекта, у вас как мозговой штурм, ребенок интересуется, например, там, творчеством, росписью, он хорошо рисует, это можно использовать в рамках индивидуального проекта. Смотрите, обращаю ваше внимание, вы скажете, а что значит, нарисовал рисунок индивидуальный проект и все? Нет. Рисунок, сочинение, карта, буклет, реклама, программа какая-то, эссе, стихотворение, цикл стихотворений, поэма, исторический очерк книги о каком-то выдающемся ученом химике, спектакль, то есть можно разыграть историю какого-то исторического химического события, да? Оформить инсталляцию, то есть когда у нас химия и жизнь в 11 классе, последний блок, да, можно придумать творческую инсталляцию, которая заставит всех окружающих задуматься о влиянии какого-то там химического вещества. Можно оформление предметно-эстетической среды, то есть фойе оформлять к каким-то тематическим дням в рамках предмета химии. Но давайте вернемся с вами к рисунку, сочинению и так далее. Это можно считать индивидуальным проектом, если вы договариваетесь с ребенком. У нас это прописано в положении о том, что вы с этой работой участвуете в каком-то творческом конкурсе муниципального, регионального или всероссийского проекта. Дорогие мои коллеги, вы сами понимаете, что есть замечательные дети, есть уникальные дети, но они не могут выполнять исследовательский проект, они не могут, не их это сфера интереса, да, написать реферат, им легче что-то нарисовать или придумать. Да? Можно выбрать в качестве индивидуального проекта, только там нужно обосновать. А что нужно в обосновании? Обязательно здесь опять-таки выход на целевую аудиторию, то есть спросить мнение по данной теме, провести опрос, да, и приложить это все к оформлению. Ну и смотрите, следующий момент.
Следующий момент это прикладной проект. У меня в этом году также его выбрали, и я очень довольна, что ребята, которые тоже не изучают химию, просто решили своими руками выполнить прикладной проект по химии. В чем он заключался? Наверное, у вас очень хорошая ресурсная база. У нас химия не профильный предмет, и поэтому немножечко мы страдаем в плане финансирования, в плане лабораторного оборудования. И поэтому ребята сами создали макет вот этих вот химических лотков. Они создали подставку, именно удобную подставку, потому что мы с ними работали в 8-9 классе, мы проводили очень много химических опытов, и вот эти вот тонкости, когда в течение там доли секунд происходит что-то, изменение в пробирке, мы не увидели. Поэтому, помня вот этот вот отрицательный опыт, они создали удобную подставку, чтобы для 8-9 классов те все нужные реакции проходили перед глазами. То есть для начала они спросили, а удобно то оборудование, которое есть в наличии у нас в техническом лицее, да, и из их мнения они сделали очень удобный макет химического оборудования, которым мы сейчас пользуемся. Вот, то есть, пожалуйста, здесь, ну, у нас просто в рамках технологий есть столярные мастерские, и мы можем себе позволить это выполнить. Да? Они сами покрасили, подобрали цвет в рамках цвета кабинета химии. То есть вот здесь вот четко прикладной был проект людей, которых, ну, вообще к химии не имеют отношения. Ну и социально ориентированный проект. В химии это достаточно сложно, но его можно сделать это, когда мы изучаем с вами влияние наркотических, алкогольных, запрещенных веществ, да, пищевая химия и так далее и тому подобное. То есть здесь можно выполнить социальный проект. Осталось совсем чуть-чуть. Мне бы хотелось с вами обсудить последний вопрос. Это откуда же брать творческие идеи? Да? Вот сейчас понятно, что сейчас у вас уже 10 класс, сейчас у вас 11 класс закончился, но буквально через пару месяцев, в сентябре, к вам придут новые 10-классники, которые захотят писать индивидуальный проект. Придут новые 9-классники, которым тоже нужно будет писать индивидуальный проект. Я взяла содержание из программы 10-11 класса, но я думаю, что вы уловите смысл и будете также делать в 9 классе. Смотрите, не выдумывайте что-то такое из интернета. Они все, во-первых, темы избиты. И изучение шоколада, изучение молочных продуктов, изучение состава меда. Все это замечательно, все это хорошо, но это из года в год делается. Да? И тем более, ну, мы все-таки говорим о том, что продукты у нас проходят какую-то проверку, и смысл вот все эти моменты снова и снова поднимать. Вот давайте возьмем первое, что у нас есть в содержании программы «Базовый уровень». У меня химия на базовом уровне. Появление и развитие органической химии как науки, предмет органической химии, место и значение органической химии в системе естественных наук. Вы не представляете, сколько замечательных можно проектов сделать именно вот на этих 3 предложениях. Смотрите, во-первых, информационный, появление и развитие органической химии как науки. То есть это может быть стендовый доклад о химиках, это может быть стендовый доклад вещества или какого-то явления было, стало, да? Это может быть как бы видеофильм, но опять-таки не просто презентация с буквами, да, а именно озвучка с разными голосами, да? То есть качественно профессиональный фильм. Дальше, здесь можно сделать творческий проект «Место и значение органической химии в системе естественных наук». Вот сейчас у меня девочка взялась за выполнение данного проекта, у нее очень много идей, то есть ребенок, который знаком с фотографией, хорошо фотографирует, вот, и готовит фотовыставку, которая будет организована в лицее. Да. Это может быть инсценировка химического открытия, то есть, например, ну это понятно, будет групповой проект, да, то есть в одиночку его нельзя сделать, в этом случае мы допускаем, что индивидуальный проект может быть выполнен несколькими людьми. Или это
какой-то вот ну, практикоориентированный. Смотрите, организация общелицейского мероприятия «Неделя органической химии». Но только вы здесь в данном случае просите у учащихся, чтобы он сам полностью разработал на основе тех макетов, которые вы ему предложите в качестве примера, положения, эмблемы данного мероприятия, наградных материалов, мастер-классов или викторин. То есть он вот полностью весь пакет документов разрабатывает сам. Вот тогда это будет индивидуальный проект. Он это проводит, получает обратную связь, оформляет и выходит замечательный индивидуальный проект. Ну, например, или интерактивный тренажер «Ученый вклад в развитие органической химии». Согласитесь, не знаю, как у вас, у меня всего 1 час химии в неделю, и очень много я не могу дать в то, что как бы хорошего и замечательного есть в рамках изучения предмета химии. Да? И в рамках вот внеурочной деятельности каких-то химических вечеров можно, кстати, организовать химический вечер, да, где вот этот вот момент собрать группу учащихся, например, того же 10 класса, и придумать вот данный индивидуальный проект, где можно изучить влияние тех или иных химиков. То есть можно подобрать какие-то интересные факты о них. То есть на самом-то деле идеи мы с вами черпаем из содержания примерной программы, нашей программы. Или, например, основа органической химии. Да, посмотрите, казалось, что здесь можно взять. Здесь можно взять информационный проект на пути к великому открытию и создать, например, рубрику научного лицейского общества, где вы рассказываете о Бутлерове. Все равно вот по отзывам у нас родители читают дети, они, друзья, лайкают и поддерживают в написании вот этой вот деятельности. Можно выполнить прикладной проект изомерия в органической химии наглядно и доступно. То есть если у вас достаточно большое количество учащихся, то в рамках индивидуального проекта ребенок может выполнить очень много шаростержневых моделей по изомерии, да, чтобы ребята, когда мы с вами изучаем изомерию разных классов, они могли уже не просто как бы на руках, а вот попробовать это все сделать. Да? Только тогда мы, после того, как мы поработаем с этими шаростержневыми моделями, мы должны получить обратную связь, то есть провести опрос. Ну или практикоориентированный проект, межлицейский турнир. Опять мы разрабатываем положение, наградные материалы, формат задания, опросы до и после, да, и тому подобное. Смотрите, очень интересный будет информационный проект, то есть вы уже знаете своих учащихся, например, полиэтилен как крупнотоннажный продукт химического производства. Мы не успеваем это в рамках обучения пройти, да, а в качестве, например, какого-то внеурочного мероприятия это будет интересно и для младших классов, я имею в виду 8, 9, 10 класс, так и для старших классов. То есть на самом-то деле вариантов достаточно много. Ну, смотрите, здесь аминокислоты, белки, здесь вообще большой спектр деятельности. Можно сделать творческий проект обнаружения белков при помощи качественных цветных реакций. То есть, если честно, качество фотографий в интернете, их такое большое множество и очень много ошибок. Здесь можно сделать фотографии и в рамках, например, декады естественно-научных наук оформить красота химии, да, или красота в обыденных вещах, или незамеченная красота. То есть на самом-то деле вариантов может быть много. Не только исследовательский проект, да, не только какой-то информационный проект. Только самое главное, дорогие коллеги, это обязательно выход на целевую аудиторию. И вот мы сейчас работаем с нашими обучающимися по поводу основы пищевой химии. То есть в качестве индивидуального проекта вы можете посоветовать учащимся разработать курс внеурочной деятельности, вот основа пищевой химии, то есть как серию мастер-классов, да, серию занятий с младшими школьниками, можно даже и с родителями. Если у вас хороший контакт с родителями и родители будут посещать данные мастер-классы, то есть ребенок так увлекся этой темой, что сейчас изучает и создает форматы в виде 20-минутной лекции, а дальше уже практика и различное выполнение заданий.
Или социальный проект «Химия питания», «Химия на страже здоровья», где мы можем с вами поднять острую тему того же самого, тех же самых электронных сигарет, или же курения, табакокурения или алкогольной зависимости. Да? Я надеюсь, что вы немножечко, ну, как бы я познакомила так, как я работаю, и, если честно, индивидуальный проект, несмотря на то, что у меня в этом году было более 20 человек, да, он прошел достаточно на одном дыхании, и первый опыт, я считаю, свой был очень положительным. Дорогие коллеги, в завершении я хочу с вами поделиться очень хорошими ссылками. Во-первых, это «Добрая страна». Вы набираете, выходит вот такая «Добрая страна РФ», здесь только социальные проекты. Для чего я вам и его советую? Потому что каждый проект здесь, во-первых, это мощный воспитательный инструмент. Если вы как классный руководитель, вы можете это использовать в рамках своей работы с классом. А второе, вот нажимая на каждый проект, вы попадаете на его грамотное оформление. То есть оттуда можно взять хорошие формулировки проблемной ситуации, целей, задачи, рисков и так далее. А кроме того, когда вы будете обсуждать со своими учащимися, каждый проект, он сделан, к нему сделано видео. То есть мы можем научить ребенка, что вот такое одноминутное видео к своему индивидуальному проекту будет той вишенкой на торте, которую все ожидают. Да? Вот, во-первых, «Добрая страна» реально очень хороший ресурс. И следующий ресурс, который я вам уже говорила, есть ВКонтакте. Там вся необходимая информация. Это фонд поддержки проектов в области образования. В этом году, я не знаю, может быть, кто-то из вас участвует. В прошлом году мы взяли флавониды, то есть мы участвовали в проекте биохимии. В этом году мы взяли цифровую археологию. То есть вы ничего не платите. Вы, во-первых, бесплатно получаете мощный курс повышения квалификации Новосибирского университета, раз, совершенно бесплатно 72 часа, а во-вторых, вы получаете все необходимые материалы для своего сопровождения. Да? Просто набирайте, он ВКонтакте есть, фонд поддержки проектов в области образования, там очень много различных направлений. И в рамках вот той работы со своим учащимся, да, в рамках выполнения индивидуального проекта, я вам сначала советую, вот когда у нас первый этап, да, подготовительный или диагностико-мотивационный этап, я предлагаю вам вместе с ними или с несколькими, сколько у вас будет учащихся, посмотреть вот эти вот видеоролики. Это видеокурс «7 шагов к успеху». Его создал корпоративный университет РДШ, где учащиеся рассказывают об основах проектной деятельности. Что-то хорошо, что-то, ну, получилось, на мой взгляд, и на взгляд детей немножечко затянуто, но после вот этих вот 7 уроков, они 20 минут, они очень коротенькие, учащиеся, вот, ну, больше понимают, а что же требуется для социального проекта. Ну и хороший достаточно ресурс, который тоже не больше 20 минут, вот здесь вот, который показывает как грамотно построить цель, задачу, определить проблемную ситуацию. Да, проблемную ситуацию. Ну и в заключение, уважаемые коллеги, мне бы хотелось с вами еще раз закрепить вот тот алгоритм тьюторского сопровождения, который действительно работает. То есть первый этап, вот к вам пришел ученик, не надо его сразу загружать, а какую тему? Ну подумай, я даю тебе 2 недели. Это те основные ошибки, которые сводят на нет всю проектную деятельность учащегося. Сначала вы знакомитесь. Обсудите, посмотрите несколько видеороликов, да, определите интересы, начните с самого себя. Да, вот, и когда вы поймете, в какой области ему больше всего нравится, то начинайте приступать. Вот на подготовительном и диагностико-мотивационном этапе я вам советую потренироваться, создавать различные социальные опросы на разные типы проектов. Да?
Вот, в интернете очень много материала по тому, как правильно составлять социальные опросы, потому что вот к нам приходят различные ссылки, и мы уже с ребятами видим, вот здесь двойной вопрос, здесь логика нарушена, здесь вообще требуют, ну, не учитывают нашего мнения. И ну, как бы сегодня у нас было занятие, где мы учились правильно составлять социальные опросы. Да? Вот поучитесь пока, не набрасывайте сразу на тему, познакомьтесь друг с другом. Пусть сентябрь это у вас будет знакомство. А дальше вы уже работаете. Что значит проектировочный этап? На данном этапе вы сопровождаете в процессе работы над личностно-ресурсной картой построения индивидуального образовательного маршрута. То есть вы проводите консультации. Да? Консультация. То есть вы можете спросить, во-первых, познакомьтесь с типами проекта. Это твое? Нет, это не моя сфера интересов. Когда вы определились с типом проекта, можно познакомиться с содержанием рабочей программы по химии, и уже в рамках встреч, пусть это будет 1 раз в неделю или 2 раза в неделю, не знаю, как у вас есть время, вы обсуждаете с ними, и вот как мы с вами посмотрели. То есть проектировочный этап – это когда мы с ребенком выписываем те средства реализации проекта, которые мы будем с ним использовать. То есть что нам нужно сделать для выполнения данного этапа. И, ну, как бы составляем чек-лист. Дальше реализационный этап. Ребенок работает над выполнением проекта. И самый важный аналитический этап, который я выдаю, ну, как бы обращаю больше внимания, даже больше, чем сопровождение во время реализации проекта, здесь ребенка не теряю из вида. Да? То есть, когда вы закончили свой проект, когда вы защитили, смотрите, используйте правила бутерброда. Даже если что-то пошло не так, ребенок будет чувствовать это обязательно. Поэтому правило бутерброда. Сначала мы выделяем хорошее, что хорошее было в его защите. Это касается в любой нашей деятельности. Затем говорим те отрицательные моменты, которые были допущены с ним, но без всяких «но», «однако». Это сразу как бы создает негативное впечатление. Да? Например, ты... Извините, на защите вы держались уверенно, грамотно, без ошибок, улыбались, речь, ну если вообще не за что было похвалить, ну ребенок растерялся. Мне не хватило, вот, то есть переводите на себя, мне не хватило или хотелось бы увидеть то-то, то-то, без всяких «но». Вот тогда ребенок будет принимать критику. И последний этап, когда вы обсудили вот то, что у вас немножко не получилось, вы снова заканчиваете хорошим каким-то, оставляете хороший его этап. Да? Смотрите, и самое главное, вот вы завершили, вы это обсудили, на следующую неделю вы снова встречаетесь с учащимся, подписываете документы, индивидуальный план по сопровождению тьюторства. У каждой школы это свое прописано в положении. Да? Вы поговорите с ним, можно за чашкой чая, да, неформально. Это наша деятельность с вами. И закончив, вы спросите него, можете дать анкету, такую как, например, закончив свой проект, я могу сказать, что не все из этого, что было задумано, получилось. Например, то есть пусть ребенок сам проведет эту рефлексию. Дальше. Это произошло почему? Потому что если бы я начал работу заново, я бы сделал так-то и так-то. Позвольте ребенку провести вот этот самоанализ. Что происходит сейчас в индивидуальном проекте? Вот ребята защитились, вот этой рефлексии, вот этого аналитического этапа с их тьюторами не были, и сейчас они приходят, спрашивают, а как же 10 класс, а вот если бы все начать заново, то есть я чувствую, что им этого не хватило. Смотрите, в следующем году я, может быть, продолжу эту работу для того, чтобы, да, я думаю, что я решил проблему своего проекта, то есть составьте с учетом, поговорите с педагогом, психологом, потому что в каждой образовательной организации свой контингент учащихся, и составьте вот эту анкету рефлексии, которая поможет ребенку высказаться. Да? И он обязательно, вопросы должны быть, которые выделяют его положительные стороны, которые помогают ему задуматься над тем, чем он не доработал. И самое главное, работа над проектом показала мне, а что он показал, что он узнал о себе, да? О проблеме, которой он над ней работал.
И в заключение, дорогие коллеги, пожалуйста, не бойтесь индивидуального проекта, как бы не от, не реагируйте так вот остро на индивидуальный проект. Я почему-то говорю, потому что я понимаю учителей, они очень загружены. И еще вот это дополнительное тьюторское сопровождение, это лишний временной ресурс, это лишнее наше эмоциональное как бы вдохновение. Это все прекрасно понимаю, но мы с вами выбрали данную профессию, и самое главное, это, конечно же, личность ребенка. И наша с вами задача, конечно же, помочь ребенку раскрыть свои таланты, стать самостоятельным. И тьюторское сопровождение – это действительно очень интересно, привлекательно и для педагога, и ребенок научится социально взаимодействовать с любыми партнерами. Следующий момент, еще на что хотела обратить внимание в заключение, то, что вот многие задают вопрос, а могут ли быть родители в качестве социального партнера? Родители могут быть в качестве социального партнера, если они, как бы это фирма какая-то, то есть они делают заказ в изготовлении, например, журнала, серии фотографий, да, серии какой-то флаеров, да, то есть разработки флаеров, разработки открыток, то есть не в качестве как бы родитель, ой, да, ты у меня молодец, сыночка, дочечка, ты у меня молодец, нет, а в качестве работодателя. Вот тогда родители могут выступать в качестве социальных партнеров. Я постаралась вам по возможности передать свой опыт по индивидуальному проекту. Может быть, что-то не получилось. Может быть, у вас возникли вопросы. Давайте посмотрим, есть ли у нас с вами вопросы. Вопросов, наверное, нет. Вот, поэтому все необходимые материалы я приложу, я оставлю все документы, если это возможно, приложу шаблон паспорта проекта, где прописаны формулировки, грамотные формулировки, отличия исследовательского проекта, отличия других видов проектов. Пожалуйста, пользуйтесь, потому что это очень облегчает тьюторское сопровождение индивидуального проекта. Но если вопросов нет, то давайте мы с вами попрощаемся. Успехов вам в тьюторском сопровождении. Это действительно здорово. До свидания.